Проект «Песни нашей Победы» посвящен самой глубокой теме Отечественной войне народа Абхазии, что придает ему особую объединяющую силу. Каждая песня, вошедшая в этот проект, имеет свою историю. Она хранится в памяти народа, потому что исполняется героями, участниками тех событий и их потомками. Именно на это были сделаны акценты в первой и второй частях фильма. Кроме того, во вторую часть проекта вошла уникальная военная хроника, снятая на передовой Восточного фронта. В ходе съемок была произведена обработка 12 песен, исполнявшихся во время войны бойцами Восточного фронта. В каждой из них были созданы музыкальные клипы. Съемки третьей части «Харахару Рихабы» идут с марта этого года. В нее вошла мощная по своей энергетике музыкальная композиция «Амарджико» в новой современной аранжировке, подготовленной музыкантами группы «Ама Рекордс» под руководством Анри Гумба и в соавторстве с Тимуром Агрба, Алхасом и Алмасханом Марколи. Исполнитель этой композиции в фильме Тимур Тани. Певец и композитор Анри Гумба особо отметил, что все песни в фильме звучат в новой аранжировке. Музыкальное сопровождение не компьютерное, а живое, инструментальное, а это большой труд. Вот почему, как подчеркнул музыкант, первый фильм из этой серии ему намного ближе. У нас вот уже третий диск, и в каждом диске есть что-то, какая-то одна особенная песня. Но, наверное, все-таки больше вот песни с первого диска, они как-то нам ближе, многие песни, потому что там именно, скажем так, вот прям самые известные хиты, если можно сказать, того времени. Потому вот первый диск, он все-таки ближе. Проект, как мы изначально считали, еще 3 года назад, что он нужен. Мы также, конечно, и сейчас считаем, что он нужен, необходим и по многим причинам. Это и направление патриотизма, и языка, и памяти, история о том, что у нас было, об ушедших, тех, кого сейчас нет. Эти песни именно, они напоминают, отражают то время, тот дух, потому для нас это очень важно, и мы знаем немало людей, для которых это тоже имеет большое значение, которые приходят на наши концерты с дисками, они везде, то есть в машинах, дома, и это, я считаю, что важно. Съемки третьей части проекта идут в местах, где во время Отечественной войны народа Абхазии шли боевые действия. В общей сложности более 100 человек приняли участие в проекте «Харахару Рихабы». Большая часть – молодое поколение, потомки победителей. Муза проекта – начинающий режиссер Амра Начкебе. Она уже 3-й сезон участвует в фильме. Песня, под которую Амра будет исполнять свою роль, посвящена погибшему добровольцу. Девушке выпала роль его возлюбленной. Провожая
тебя последний. Друг, клянусь тебе в этот час, жизнь отдам, была бы в сны свободной, чтоб сильнее стала в сотни раз. Жизнь отдам, была бы в сны свободной, чтоб сильнее стала в сотни раз. Участвую в проекте я с того момента, как его начали снимать. Это уже третий фильм, получается, мы снимаем. Первые фильмы, они были более эпизодические, там танец и так далее. Вот в третьем фильме я уже снимаюсь в 3 клипах. Первый клип, там история добровольца, и вот я играю возлюбленную, получается. Второй фильм, медсестру, и в третий клип будет, мы еще будем его снимать, я не знаю, что придумает наш режиссер, думаю, будет очень интересно. Творческая группа, возглавляемая бессменным режиссером проекта Тимуром Кучебери и его соавтором, журналистом Эму Ходжа, это люди, которые чувствуют душой музыку войны. Они уже на протяжении нескольких лет трудятся над созданием исторического проекта. После первых фильмов выпустили 2 альбома, но остались знаковые песни, которые не вошли в них. Было решено выпустить 3-й альбом, чтобы сохранить редко исполняемые композиции. Так сложилось, что в первые 2 проекта не вошла и самая первая песня, которая родилась на войне, посвященная защитникам Отечества. Как отметила журналист Эма Ходжа, проект помогает песням нашей победы обрести новую жизнь. Уже можно подводить какие-то промежуточные итоги нашего проекта, так как близятся к завершению съемки 3-го завершающего цикла музыкального фильма «Харуари Хабы». Осталось еще неделя работы, может быть, еще 10 дней. И независимо от того, какими будут результаты, каков будет итог нашей работы в 3-м сезоне, можно утверждать, что проект «Харуари Хабы» состоялся, он стал народным проектом. Изначально, когда мы начинали эту работу, естественно, понимали, что сделать экранизацию 28 баллад – это непосильная задача, там нам 2-3, это работа для целой киностудии, у нас нет кинопроизводства, у нас нет ни людских, ни материальных ресурсов, мы очень ограничены в средствах, у нас нет гримеров, костюмеров и других. Мы основной упор делали на идеологическую составляющую этого проекта. И за 3 сезона работы мы привлекли к этой работе, задействовали более 100 подростков, молодых людей, которые прониклись этим духом и будут нести эту преемственность наших поколений, отцов-победителей и молодых ребят, кому выпало родиться в свободной Абхазии и которым жить в этой стране, поднимать ее. Неожиданно для нас в процессе нашей работы нам удалось создать такие собирательные образы, графические работы, которые уже стали, можно сказать, брендом. Люди их носят на груди, это у них висит в домах, а самое главное, что наши песни поют. Наши песни поют, эти песни получили 2-е рождение. И если из этих 28 композиций, что мы создали, половина из них получит такую долгую жизнь, я считаю, что мы работали не зря. Я очень надеюсь, что это движение, этот проект, этот бренд уже, Харуари Хаба, чтобы он получил продолжение, ведь Харуари Хаба это не только музыкальный фольклор, остался юмор, там непочатый край работы. Также мы собираемся осуществить экранизацию
новелл по рассказам наших ветеранов войны. Мы начинали съемки, фильм лежит наполовину снят, и я надеюсь, что мы сможем его завершить. Я понимаю, что это нелегкая задача, но нам надо стараться у себя здесь своими силами говорить о себе, заявлять о себе. Съемочная группа Харуари Хабы также планирует выпустить сборник, где будут собраны тексты этих песен. Это чья-то история, это чьи-то стихи. Мало что об этом известно. Мы в процессе работы провели такую поисковую работу, и хорошо было бы иметь такую книгу, сборник, альбом, я не знаю, как он будет называться, где все вот это было бы собрано. Ведь эти песни, тексты этих песен остались на пленках старых видеоархива. Таким образом, мы сохраним наш героический народный эпос времен грузино-абхазской войны для будущих поколений. Харуари Хабы – это уникальный проект, масштабы которого трудно переоценить. Его основная идея – сохранение памяти о героях войны и преемственность поколений. На всем протяжении проекта первый сотовый оператор «Аквафон» выступает его генеральным спонсором. За 5 лет существования Харуари Хабы возрожденные песни Отечественной войны стали частью жизни абхазского народа. И в этом основную свою цель – патриотическое воспитание молодежи проект, безусловно, достигает. Проект Харахарва очень важен для всех нас. Важен потому, что у него есть одна особенность, которая делает его особенным. Мощная объединяющая сила. Эти песни, они как квинтэссенция военного времени, когда мы были объединены волей к победе, стремлением достичь цели. Вот этот дух объединения, несмотря на то, что песни переложены на современный лад, он сохранен в этой музыке, в этих словах. И эта энергетика, мы видим за вот эти 2 прошедших сезона, что она захватывает зрителя. Этот проект знают все, и дети, и среднее поколение. Мы слышим эту музыку в дни празднования Дня Победы, Дня Независимости. Сейчас мы очень ждем 3-й части, которая выйдет в сентябре. И мы очень верим в то, что вот эта объединяющая сила, которую несет этот проект, это музыка, это энергетика, она дойдет до каждого. И вот этот момент объединения, который так нужен сегодня нашему обществу, он случится. Презентацию фильма планируется провести в сентябре в Сухуми. Премьера будет приурочена ко дню освобождения столицы. Рената Шакай, Саида Гухава, Абхазское телевидение.